Алишер, племянник жены покойного президента Узбекистана Акбарали Абдуллаев сидел в тюрьме, насколько мне известно. Каким образом он очутился на территории Украины? На самом деле он не был, последнее время он не был в тюрьме, так сказать. Он был в таком домашнем аресте, невыездной, так сказать, да, из республики, из города, должен был отмечаться у правоохранительных органов. В Узбекистане, где все контролируется, а тем более его ситуация особо контролируемая, как приближенных к семье покойного президента, скорее всего, кто-то позволил ему. Да, кто-то хотел, и кто-то очень большой, да, то есть это и с учетом финансовых возможностей, даже при его собственном хотении, возможно, можно было это осуществить, да, то есть это такой куш срубить. Все говорят о деньгах его двоюродной сестры Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента, а о его деньгах никто не говорит. Ну, представьте, дело Акбарали Абдуллаева — это самое большое финансовое дело, может быть, за историю независимого Узбекистана. Это дело, где речь идет о минимум 800 миллионов долларов, это которые в деле у прокуратуры, да, то есть которые они могли вшить в дело. А сколько они денег не смогли, допустим, идентифицировать, найти. Акбарали Абдуллаев контролирует Ферганскую долину, самые большие производственные мощности, нефтеперерабатывающие заводы, кварц и так далее, и так далее. То есть производство, которое еще существует в Узбекистане, это было под его контролем. Заработанные деньги наличностью, да, в узбекской валюте переводятся на рынках на иностранную валюту. Физически их носят через границу. Да, вот это все физическое, это не только в отсутствии финансовой системы перевод денег внутри Узбекистана или с Узбекистана куда-то за рубеж невозможен. Деньги возились на грузовых машинах. В деле прокуратуры утверждается, что были тайники, где эти деньги хранились. То есть, и это самое большое дело в истории Узбекистана. Основной фигурант этого дела исчезает из Узбекистана. То есть человек, который знает все, фактически. Да? Если есть какой-то... Если кому-то сейчас надо что-то узнать, я бы им посоветовал брать билеты в Киев. Там вопрос не только денег, а вопрос знаний, да, какие показания может дать Акбарали на других членов семьи. То есть, Акбарали, как самый младший, скажем, член семьи, выполнял любые, поручения других членов семьи. Он связан со всеми, он связующее звено в этом пространстве, да, вот. Наверняка узбекское правительство сделает все, чтобы вернуть его.